но все равно власть меняется. Люди способны менять власть. Если этот будет косячить, этого поменяем. То есть у нас есть народ, у нас появляется народ, появляется нация. Это Да, очень гражданское приятно, гражданское общество, да, которое может горы свернуть. Ну, только не надо лениться, не надо ждать, когда, не надо задавать глупые вопросы, когда все поменяется. Когда мы поменяем, тогда и поменяется. Да, совершенно верно. Я соглашусь с тобой, Дедуськи, и скажу, что именно этого сейчас, после вот той длительной войны, нам сейчас, чеченцам, не хватает. Когда мы очень разобщены, когда мы дезориентированы в какой-то степени. Вот ваш пример очень показателен, как вы можете даже уже так укоренившуюся преступную власть, Янукович, ну, российскую по факту, да, марионеточную российскую, хотя она открыто это не выражала, мы могли выйти, выстоять, прогнать, потом мобилизоваться, не имея ни армии. Ну вот как мы, когда в 93-4 году начиналась война, точно так же мы, практически не имея никаких ресурсов, тоже мобилизовались, самоорганизовались и смогли дать достойный отпор. Что, в принципе, и вы, которые такая большая страна, большое количество людей все равно мобилизовались, хотя велась подготовительная намного больше работа против вас, чем против нас. Ну, соответственно, зная соотношение сил, что у вас их побольше, у нас президент наш был, самый в доску, который умер за нашу страну, а ваш президент, министр обороны, СБУ, ну вот эти все силовые структуры возглавляли, конечно, коллаборанты, самые настоящие предатели. Поэтому вот гражданское общество и права надо защищать всегда. Не тогда вот ты раз защитил их и все. Всю свою жизнь вот тут в Германии все люди всегда знают, что надо всегда выйти на митинг, всегда это сделать. Это твой долг. Вот когда ты это все делаешь постоянно, как чистить зубы по утрам, там, умываться, точно так же ты должен защищать права, всегда высказывать свою позицию. И если ты это делаешь, вот тогда ты создаешь общество, вот тогда создаешь гражданское общество, страну, в которой жить тебе, твоим детям, твоим окружающим комфортно, надежно и отлично все это. Вот тогда получается, вот это общество надо и нам, и вам тоже, конечно, надо, но нам в большей степени надо вот мобилизоваться, собраться и как-то самоорганизоваться, что раньше у нас было, сейчас чуть-чуть из-за вот этого геноцида, который мы пережили, страшного геноцида, мы чуть-чуть опустили руки. Не все, конечно, но есть. Я не Так думаю, что что вот вы так. опустили руки, просто окно возможностей, оно не такое широкое, вы находитесь не у себя дома, поэтому вам сложнее. Да, да, Но да. вы не скажете, я смотрел твой стрим и с Муслимом, я хотел бы, чтобы, возможно, несколько слов сказал. Кстати, у меня за спиной флаг, который от бойцов, он подписан. Здесь есть подписи и на чеченском, и на украинском языке. Я попробую даже прочитать. Я просил этот флаг с волчицей, его тогда не было. И, значит, ребята, Муслим попросил, нашли этот флаг. Едусик ТВ, Нохчейн, здесь есть перевод, наверное. Да, мои зрители не видят, я Не видят. говорю. Я прочитаю, здесь есть интересные надписи. Украинский народ, ставший на дорогу независимости, достигнет своей цели. Чеченский добровольческий батальон имени шейха Мансура. Я позывные не буду оглашать. Такой патриотический. Чтоб мы с коней живыми не сходили и клятв не нарушали боевых. ВШМ Набаев написал. В таком стиле. Поэтому этот флаг для меня ценен. У меня есть еще маленький флаг ичкерийский. Я пытался проводить стримы с этим флагом. Не получается. Москали сразу сливаются. Они боятся ваш флаг. Да. У Дедусика висит большой флаг Ичкерии с гербом нашим, который, на нашем флаге, вот наш герб. Да, вот сейчас он только что это показывал. Да, Дедусь, когда я представляю чеченцев, у нас даже разговор в чат рулетки чуть-чуть в другое русло переходил. И мне последний раз пришлось представляться
евреям, Да, да, чтобы, да, я видел. да, чтобы как-то хоть чуть-чуть там Завязать раздраконить разговор. его. Да, чтобы, а то всегда такие вежливые, ну, не всегда, правда, но вежливые Ты если получаются. будешь выходить в стримы с вышиванкой и говорить, что чеченец, ты просто их порвешь мозг. Ты сделаешь им больно. Я сейчас им делаю больно. Да. Так что вот, смотрите, вот еще вопросы поступают. Так, сори, Василий, ну это к Василию. Салам, Аслан. Салам всем. Я хотел спросить по Иларионову. Что вы думаете о нем? Спасибо. Да, привет дедусику. Слава Украине. Героям слава. Салам, Эдуард. Героям слава. Иларионов, я считаю, ну, самым адекватным и самым честным, да, если можно так сказать, из всей оппозиции, которая есть. И на него я, как на искреннего, честного демократа, и возлагаю определенные надежды. Мне кажется, что этот человек умный, квалифицированный, и я надеюсь, он искренен в своих поступках. И я бы был не против, если бы мы договор о мире подписывали вот с таким президентом, который не был ни за войну против Ичкерии, ни за войну против Украины, и ни за войну против Грузии. Вот такое у меня о нем мнение. Здесь пишут Андрей Мотыка, жалко Дудаева, вечная ему память. Я даже взял, нашел цитаты, мне интересно было цитаты на украинском языке. Ну, есть и на российском здесь, но на украинском не звучат особо. Раб, що не прагне вийти з рабства, заслуговує на подвійне рабство. Это цитата 2-16 года. Давай на русском, чтобы и ты понимал. Нет в мире ни одной человеконенавистнической идеологии, даже в теории, более жестоко и цинично действующей, чем русизм. Никаких моральных принципов. Все они как животные. Мне остановка этой войны не нужна. Мне нужна эта война, продолжение ее. Эта война перейдет на территорию России. Хочет этого Россия или не хочет. И западные страны, мировое сообщество не дадут ей ее остановить, чтобы полностью изолировать Россию, уничтожить ее как государство, чтобы этого хищного зверя на земле больше не существовало. Если бы эти слова люди услышали раньше, не было бы трагедий, не было ни Крыма, не было бы ни Донбасса. Люди не слышат. Им кажется, что если эта трагедия не у них дома, то ее нету. Да. О ней можно забыть, ее можно игнорировать. Нет, надо останавливать врага. То же самое, что если бы остановили Гитлера на суде, так сразу после этих событий не было бы продолжения. Возможно, не было бы всего этого продолжения. Да. Человеческий страх, нигилизм, вот это вот, кто сделает кроме меня что-нибудь, оно приводит к фатальным ошибкам, к смертям. А потом все-таки возвращается к тому, что надо закачивать рукава свои и все равно выполнять эту грязную работу. Надо делать работу вовремя, не ждать, пока оно развяжется само собой. Да, совершенно верно. Не было бы войны в Грузии, не было бы в Украине. И для русских, в первую очередь, для россиян, это было бы хорошо, если бы они пошли бы по нормальному, цивилизованному, европейскому, демократическому пути, когда бы сейчас бы у них, они не готовились бы к чебурнету, не готовились бы к массовым репрессиям, не грозили бы всему миру ядерными ракетами. Ну и все. Да, конечно, было упущение. Я как-то в прошлом стриме у себя сказал, что в первую очередь чеченцам помочь должны были сами русские, которые проживают в России. Потому что русских взорвал 307 человек Путин, обвинив нас. Да, если бы, допустим, если бы можно было бы понять, да, ради каких-то великих идей, как они рассказывают, как Сталин там грабил миллионы людей, гробил, для того, чтобы достичь какой-то великой победы, да, ну и как бы есть такой аргумент, что вот зато сделал там великую индустриальная революция, так да, допустим, сделал. И, конечно, это ужасно такие вещи, да, когда они говорят, ну какая-то логика в этом даже может быть есть. Но когда Путин взрывает своих же домов, ради прихода к власти.
ради прихода власти, чтобы обогащаться, не сделать Россию великой, не сделать ее там прорыв какой-то, не сделать там достичь каких-то высот, миллиардерами сделать себя, там миллиарды, мультимиллиардерами, сделать своих друзей, себя и просто загнать эту страну в каменные, ну, в средние века по уровню соблюдения прав, ну и так далее. Тогда ты задаешься вопросом, значит, все-таки не ради народа этот человек старается, да, там, например, внучка Сталина живет в Америке, и она никакая не миллиардерша, у нее не осталось там никаких богатств. Хотя это Сталин, это звери, да, которые сравним только с самыми, ну, во всей истории человечества не было хуже, наверное, человека, как Сталин. Ну, а вот тот же недосталин, недоцарь, как его называют, этот человек прикидывается, да, таким большим патриотом, любителем русского мира, русских людей, а по факту он русскими торгует, и жизнями, кровью русских, там, зарабатывает себе баллы, очки и на страх. И поэтому, если бы войну, во вторую русско-чеченскую войну вмешались бы сами русские, да, тогда еще, когда он был слаб, когда у него ничего не было основания его за эти взрывы, которые практически полностью на канале НТВ были расследованы и раскрыты, просто 1, 2, 10 генералов вышли бы там, застрелили бы там, вызвали бы народ там на митинги, сказали, мы не можем позволить нас убивать. Тогда бы, конечно, эта страна пошла по-другому. Но случилось то, что случилось, и этот упырь напился крови, подготовил кадры. Все, кто воюет сейчас в Украине, это те кадры, которые тренировались на нас, которые отработали этот механизм, сперва побаиваясь, потом смелее и понимая, что им за это ничего не грозит. По факту все они ушли от ответственности. И эти люди возвращались домой, молодежь тоже они объясняли, что вот смотрите, мы там убивали, там глаза вырезали, органы вырезали, насиловали, сжигали. Это у нас огромные есть доказательства. Мы в прошлом году подали в Международный уголовный суд Гааги на военное и политическое руководство России. И у нас есть массивы просто, мегатонны просто этих доказательств. Много, короче говоря, доказательств. И эти люди пришли сейчас в Украину и рассчитывали, что то же самое будет, ну как бы легкая прогулка будет. Ну, вас поддержал мир, вы дали достойнейший отпор. И я думаю, мы всех будем по мере возможности находить, привлекать и как когда-то немецких нацистов, преступников нацистского режима. Так что будем делать общий Моссад. Да, совершенно верно. Это очень хорошая идея. Как раз позавчера я разговаривал с человеком, или вчера, который, ну скажем так, имеет отношение к таким организациям. Он сказал, что да, надо будет вам создавать свой Моссад. Будет у нас свой Моссад. Я не против быть участником процесса.